Смотрите, березы. Я хотел вам показать вот эти две елки. Здесь когда-то дом стоял, деревяшка. И вот дом снесли, а эти два дерева оставили. Елки же это, да? Точно елки. Одно дерево, второе дерево. Вот. А там он человек, смотрите, снег скидывает с крыши, видно? А потом я приближу. Сегодня у нас в Якутске потеплело. Поэтому мы с вами прогуляемся немножко. Есть две цели. Сегодня зайти за масками. Ну, вот, которые на лицо одеваются, медицинские маски. И вторая цель — это съездить на улицу Авиаторов, где у нас большое количество магазинов по продаже одежды. Но там надо кое-что из белья прикупить. Но это вот видите, так вот гараж такой. Прикольно, да? Чтобы машина не мерзла. Вот. Смотрите, 3-4 их машины. А одна машина, она, видите, просто ее все снегом занесло. Кто-то зимовать оставил. Так что у нас все упаковывают машинки. Вот, желательно такой вот защитный чехол надевают зимний. А здесь есть аптека. Вот здесь вот у нас она когда-то была тут единственная государственная, да, как вот, муниципальная аптека называется. Сейчас мы туда поднимемся и посмотрим, есть ли там маски. Вообще в этом месте их 3. Вот. Аптека. Тут когда-то готовили лекарства на заказ. То есть там разные лекарства, которые по рецепту врача выписывались и которые готовились. Сейчас вот посмотрим. Они сделали. Здравствуйте. А маски у вас есть? Масок нету, да? А где можно купить? Где-нибудь тут и порядом есть, нету, не знаете, да? Ага. А что можно вместо маски использовать? Ничего, да? Не подскажете? А, мазать нос, да? А, понятно. Все раскупили, да? Понятненько. Вот. Видели, да? Масок нету. Где продаются, не знают. Так что такие вот дела. Это вид сверху у нас. Смотрите. Этот переход. И вот там, чтобы кнопку перейти, надо кнопку нажать. Такой вид. Сегодня потеплело, машины поэтому повыгоняли многие. Здесь тоже машины ездят. Так, ладно, тогда, наверное, бессмысленно ходить по аптекам, я думаю. Ну еще зайду куда-нибудь, сам спрошу, есть или нет. Так, вот еще одна аптека. Тоже сейчас мы зайдем и спросим. Социальная аптека какая-то. Слушайте, а маски есть у вас в продаже? А что можно вместо масок использовать? Подскажите, может мазь какая-то или что-то есть? Не в курсе, да? А где можно купить маски? Ну, в городе нет. Вообще нет, да вы что? Да вы что? Ух ты. Вот, сказала в аптеке, значит,
специалист, что масок уже неделю нет, или сколько-то там, короче. И даже не знает, что вместо масок использовать. Ну что делать, люди? Как защищаться? У нас вообще-то в городе карантин, в школах школьники не учатся с 1 по 12 класс. Так. Сама, между прочим, стояла в маске, девушка там продается в аптеке. Так, ладненько, еще в одну зайдем. Так, вот социальная аптека в торговом комплексе. Сейчас мы тоже зайдем сейчас. Здрасте, а маски есть у вас? Есть, 5 штук, 50 рублей. А дайте, пожалуйста, 5 штучек. Они на сколько рассчитаны вот времени носки? Ну, 2-3 часа. 2-3 часа, да? Ага. Так, и еще у вас рыбий жир есть? Есть, Ну, такой, как простой самый, а, какой-нибудь рыбий жир. Без добавок там всяких. Так, и 68, а давайте. Так, и витамины. Аскорбинка, маленьких таких, аскорбиновая кислота. А по 20, потом вот, такие кругленькие тоже, как они называются. Да, в таких же упаковках, ага. Как они называются? Ревит, что ли, вот эти вот. Ревита нет. А какой аналог? Есть еще какой-то, да, такой же российский. Ундивит, ага, давайте. Все? 188 рублей. Так-то, да? Да. Так, ну что, маски мы добыли. Вот маски, 5 масок. Получилось по цене 50 рублей за 5 штук. То есть одна маска 10 рублей. Такие голодненькие. 2 часа носят. Ну что, маски мы купили, ура! Так, пока львицы в аптеке. Теперь можно спокойно ходить по общественным заведениям всяким. Выходим. Так, вообще-то на улице маска бесполезна, поэтому мы ее снимем. Смотрите, сколько здесь машин у нас. Короче, новый способ съемки. Нагрудная камера у меня. И можно ходить свободно. Особо не напрягаясь. Съемка идет сама, как на видеорегистраторе. Вот это я иду по улице Дзержинского, которая ведет в аэропорт у нас, главную логистическую точку города, круглогодичную, которая никогда у нас не закрывается. Так, еще немножко мне до этой улицы Авиаторов дойти, или авиационная, которая вообще называется. Значит, с этой стороны мы видим дома, недавно построенные. В них, как правило, ипотечники берут квартиру, ипотеку. Сейчас на Дальнем Востоке действует для молодых семей до 35 лет льготная 2% ипотека, 2% всего. И квартиры начали активно брать, поэтому, потому что ставка невысокая, в общем-то, вместо 10%, 9%, смотря в каком банке, да, всего 2%. Для молодой семьи, в общем-то, это очень хороший вариант взять, не переплачивая большие проценты. Потому что если берешь ипотеку, то надо много денег переплатить, там большие проценты получаются. Получается, по сути дела, двойная стоимость жилья. То есть если вы
платите там, сколько квартир у вас там, допустим, 3 миллиона, да, от духа, студия 3 миллиона стоит, то вы в конечном итоге через 20 там или сколько, 15 лет вы заплатите все 6 миллионов рублей. То есть это все из-за больших процентов высоких, поэтому не все могут себе позволить, естественно, молодой семье, как заводить детей, это очень сложно, поэтому таким образом государство пытается, чтобы на севере больше людей, на Дальнем Востоке больше людей жило, так сказать, привлечь, особенно молодежь. Вот. Таким вот образом. Тут еще вот эти дома, кстати, это такие двухэтажки. Вот они были, раньше город весь был застроен ими вот такими домами. А некоторые были даже неблагоустроенные, то есть туалета не было, поэтому люди ходили в дом, туалет на улице, и ой, какие березы разрослись, красота. Да, но тут вот минус то, что вот эта улица, она постоянно, видите, 2 полосы туда, 2 полосы обратно, она постоянно, машины ездят к ней, поэтому жить здесь вот, я не знаю, тут и пыльно, и грязно, и шумно, короче, я не знаю. Тут вот эти дома, конечно, хорошо то, что рядом с дорогой, но вот это вот сейчас-то еще не так сильно ощущается эта пыль, как бы, а летом здесь вот одна сплошная пробка туда, одна сплошная пробка идет. Так, вот мы подходим, где-то тут улица Авиационная у нас находится. Вот еще, вот там пройти немножко между дворами, интересно все-таки. Это старые дома, деревяшки. Это детский сад, насколько я знаю. Ну да, потому что мы видим какую-то беседку. Даже спутниковая тарелка, видите, да? Спутниковая тарелка висит. Значит, люди смотрят телевидение. Вот такие вот гаражи, кладовки, да, старые деревяшки. Вот. Не знаю, там внутри темнота, наверное. Да, темнота. Темнота. Вот тут много. Там кто-то уже работает, что ли. Вот это вот, видите, да, это теплотрасса, по нем теплая вода, но вообще любая вода у нас течет. Потому что, сами понимаете, холод, она, если не утеплить, она просто перемерзнет, и трубы все полопаются. Трубы все полопаются. Так, выходим. Ну, вот такую петлю сделали. Мы немножко имели представление о том, что из себя представляют эти здания. Сейчас, по-моему, они уже как частично благоустроенные, то есть там есть как бы уже и вода подведена, там какой-то слив есть, поэтому стало жить попроще. Но все равно где-то, я знаю, еще есть дровяное отопление. Дровяное, но не в таких, конечно, да, здесь вот центральное. Так, а мы сейчас сюда еще нырнем. Вот это вот, этот переулок. Может быть, мы как-то срежем угол, потому что неохота. Мы, в принципе, уже пришли, но вот, смотрите, Лермонтов 66, дробь 1 дом. Такой вот он. Представляете, сколько тут семей выросло, поколений в этих домах. Но вот они еще существуют, у нас их довольно много. Они, как правило, многие из них относятся к аварийному жилью, то есть люди
живут в аварийном жилье. И существует такая проблема расселения этих жильцов аварийных домов. Кладовочки такие, как везде по России. Да, у нас. Вот еще один двор. Ну да, туалета нету, как бы. Вон там какой-то есть туалет. Там вот что ли вот это вот туалет, да. То его обили профлистом. Ага, но я не буду туда заходить. Там с одной М, второй Ж. Не буду заходить, чтобы не пугать вас, естественно. Такой вид, что страшное дело, конечно. Поэтому, видать, жильцы этих домов сюда и бегают. Кому это позволительно, конечно. Так. Вот мы вышли на улицу Авиационная. Так, точно, Авиационная, 23/1. И сразу здесь алкогольный маркет, 5-й элемент. Вот, вывеска такая здоровая. Но мы сюда, конечно, пришли не для этого, а вот еще в ППК Якутия. Это алкогольный комбинат. Алкогольный комбинат. Какие-то люди там сидят. Прямо на земле. Что там делают? Какой-то мороз. Интересно. Так, а эта улица у нас славится чем? Тем, что... вот еще ремикс. Одежда для всей семьи. Сюда многие приезжают, чтобы затариться одеждой. Одежда для всей семьи. Вперед. Мне надо быстрее, потому что заряд у камеры не вечный, и она может разрядиться довольно быстро. Так, вот еще, ух ты, черная пятница, даже какая-то 30%, 50%. Ну там вот заходишь, и там одежда висит. Так, строй двор, все для ванных комнат. Здесь также пойдет. Вот улетные цены. Одежда для всей семьи. Даже какая-то спецодежда продается, что ли. Вот магазин еще. Трикотаж для всей семьи. Производство России и Белоруссии. Температура падает, скидки растут, распродажи 50%. Так, и сейчас я просто сниму эту улицу в целом, а потом отдельно я еще позахожу туда. Вот эконом-маркет одежда. Там вот большой вообще глобус магазин, или там дальше он будет. Здесь и тоже вот это вот сколько, 4-этажное здание, там одежда продается. Баяна, магазин одежды тоже в розницу по оптовым ценам. Одежда для всей семьи. Ну, сюда, вот, как правило, семейные прибегают, у кого маленький бюджет, с целью сэкономить деньги на вещах. Сюда новогодние скидки еще 50%. Авангард. Так, ну вот это, по сути дела, все конец этой улицы. Конец этой улицы, и мы видим по правую сторону вот такой домин здоровый. Торговый дом Ридо. Здесь 3 этажа, все одежда. Все одежда. Так. И вот там одежда, обувь. Куда дальше, по-моему, уже ничего нету. По этой улице, если идти, там ничего нету. У нас светофор, магазин низких цен. Авиационная улица 3. Запоминайте, вот вывеска. Светофор. Все в светофор за дешевыми продуктами. Смотрите, тут сколько машин стоит.
Это много их, да. Сегодня суббота. Люди... Так, ну и что нам еще? Куда я пройдусь немного там, потому что еще какие-то стройматериалы там, Ростекстиль, Тапки Дом, Эпик. Огромный выбор одежды для всей семьи, низкие цены. Так. Вот тоже большой такой магазин, одежда, хозтовары, все для детей. Постельное белье, смотрите, какая домина здоровая. Какие-то склады раньше, что ли, были, а сейчас все сделали в магазины, превратили. Эпик. Вот даже там наверху что-то есть. Одежда, хозтовары, все для детей, постельное белье, обувь, аксессуары и многое другое. Теперь надо будет зайти сюда. Так, ну вот такие вот большие пространства. Тут и майки, и носки, и трусы. Все, что вам надо для носки. Все недорого. В общем-то, ну относительно, конечно. Допустим, такая вот футболочка матроска стоит 300 рублей. Куда не занесло. Так, вот. Здесь тоже. Все, видите, да? И таких домов здесь, магазинов несколько. Такие вот. Все, видите, халаты женские продаются. Здесь рубахи. Вот рубахи, джинсы, брюки мужские. Какая красивая рубашка. 700 рублей вот такая вот. На выход куда-нибудь. Такая с кармашками 693 рубля. Ценочка. Кстати, видите, да? С кармашками. М-ка у меня маленькая. Мне надо побольше. Так. Нежно. Женские. Здесь примерочная. Здесь еще даже второй этаж есть. Тут детская одежда. Детская одежда. Такие площади, куртки. Куртки, комбинезоны. Детские. Сколько всего. Только одежда здесь. Даже два этажа куртки висят. Тут на второй этаж вход есть. Товары для детей новорожденных. Так, а я кое-что тут прикупил, поэтому сейчас пойду на кассу. Полочка есть, чтобы посидеть. Смотрите. И вот сидим на кассу. Ну что, заходим во всеми нами любимый светофор. Надеюсь, что-нибудь получится у меня поснимать. Два литра 79,90, такая голд. Напиток какой-то безалкогольный такой вот. Алоэ вера 75,50. Газировка вообще такая 21 рубль стоит. Копейки стоит. Так, это что такое? Наполнитель для кошачьего туалета 87 рублей стоит. Сухой корм 2 килограмма 22 рубля.
лапша пшеничная. Такая, что ли? Интересная лапша твердых сортов. 95 рублей 80 копеек. Интересная цена. 561 рубль. Так, такими большими. 5 килограммов 206 рублей. Ну, выгодно, выгодно. Только надо машину, конечно, сюда. Макароны. Мы без макаронов, естественно, никуда. Машинка даже вот есть. 3129 рублей. Такая вот. Вот. Ну, дороговато, по-моему. По 99 900 грамм. Ну, там, наверное, не знаю, что это наполнится. Такие большие вентиляторы. И здесь мы видим майонез. Куриная 220, ячейка 30. Вот салат морской 142 рубля. Это непонятно. Сельдь на 7 рублей. Ух ты! Такая выгодная. Морская. Сосиски 247 рублей. Салат из моркови 158 рублей. Такая большая палка у нас выходит 254 рубля. Вот такая вот. Тут вес 0,6 килограмма, 644 грамма. Какой-то сыр непонятный, новороссийский. 171 рубль 1 килограмм. Такой вот сыр. 4 рубля. Так, плавленые сырки. Выходим отсюда. Молоко там по 48 есть. Вот смотрите, икорку вам хочется, вот можете икорку такую взять, 36 рублей 50 копеек. Так, рыба горбуша 481 рубль. Вот такая рыбина стоит 262 рубля 63 копейки. Так, сельдь в таких банках, дальневосточная такая банка специального посола. Продукт готов к употреблению 111 рублей. Здесь вес полкилограмма, 500 грамм. Так, творог. Такое 123 рубля 50 копеек. О, тапки мужские. 200. Кстати, недорогие, они стоят 233 рубля 50 копеек. 218 рублей стоит. Так, одежда. Так, вот такое печенье 900 граммов стоит 77 рублей. 77 рублей, ну, 78 рублей. Соломка 40 рублей. Футболка мужская, такая футболка, такая радостный цвет, защитный, не защитный, 156 рублей. Какая-то вот такая еще стоит 94 рубля. Вполне достойные цены. Носочки, здесь есть носочки у нас, они цены, ну тоже, наверное, недорого. Такие вот
Куртки флисовые. По 401 рублю. С флисом. 401 рубль. Различные ткани или что это? А скатерти. Скатерти. Так. Горошек по 35 рублей баночка. Вот такая вот. 425 грамм. Овощное рагу 73 рубля. Томаты. Такая большая банка. 95 рублей. Клубника 114, 850 грамм. Банка вот такая. Абрикосы 108 рублей. Черешня 181 рубль. Ананасы кусочками 84 рубля 850 грамм. Сорти фруктовые 111 рублей 850 грамм. Груша в сиропе. Груша 106 рублей. Так, еще автомобильный компрессор какой-то. Так, здесь что у нас? Игрушки. Игрушки. Такая кукла Барби или не Барби стоит у нас 259 рублей. Термопот. Кстати, удобно, что на работе где-то, чтобы чай был всегда горячий. И такой тоже чайник есть. Прикольно, смотрите. Глиняный какой-то. 2838 рублей. 1800 ватт. Сковородки. Для блинов, что ли, сковородка. Наверное, да. 600 рублей. Обогреватель. 465 рублей. Такие вот большие кружки стеклянные. 68 рублей. Сапоги мужские. Ну, часто их, конечно, не походишь. 48 размер. Ух, у кого-то ноги такие большие, да? 500 рублей. Вот он термопот вот этот вот удобный. Воды налил и постоянно горячая вода. 1192 рубля. Кружка керамическая. Такая вот 70 рублей. Всякие баночки. Это что-то типа литая алюминиевая посуда какая-то. Не знаю, для чего нужна такая. Алюминий, говорят, вреден. Полотенчики всякие. 22 рубля полотенчики. Такие вот производства. Читаем Узбекистан. Большие. Дальше зайду. Лапша. Такая лапша. Мастеркан. Корейская, да, это или китайская, я не знаю. Мастеркан. Китай. Стоит 35 рублей. Так, дорогая лапша какая-то. Ну, бич-пакеты всякие. Такая лапша у нас. Бизнес-ленч. 16 рублей стоит. А вот такая упаковочка 28 рублей. Это бездельников, конечно, кто хочет загрузить свое здоровье. 88 рублей. Свинина. И тушенка, это, конечно, отдельный подход. Это разные. 58, 54 есть. Ух ты, шпроты по 34 рубля. Закусочные какие-то. 34 рубля шпроты. Скумбрия 50 рублей. Селедка 44. Сардины. Вот сардины еще можно купить. 55 рублей. Иногда они вкусные. Тунец 69. Горбуша 56. Маслины 54. Такая баночка. Маслины без косточек. 300 миллилитров. Почему не в миллилитрах? Если их будет грамм. 54. Вот эти вот маслины без косточек. Оливки зеленые 62 рубля. Паштет какой-то 52 рубля. Паштет. Так, и здесь что у нас еще? Здесь соки. А, соус, это чили. Смотрите, такая здоровая бутылка чили стоит 44
24 рубля, 500 граммов. Обалдеть, 500 миллилитров. Так, масло Жарко 379 рублей. Растительная такая вот. 4,5 литра. Большая упаковка. Так, рис. Такой рис. Хороший в пакетиках. А, это в пакетиках. Это тоже недорого. Так. Огурчики. Такая здоровая банка. Сколько она стоит? Это цены. Не вижу цены. Так. Каша. Ну, каши, я думаю, стоит самим готовить. Не покупать их в магазине консервированные. Потому что неизвестно, какую химию они туда ложат, чтобы она не портилась. О, это что такое? Отсюда какая-то? Ничего. Все вспомнил. Это вот этот круг, с него надо накачивать и спускаться. Вот эта шина в него, видать, вставляется. Доски гладильные. Так, ну-ка, вот это вот мы еще здесь не были. Огурчики для нас 149 рублей. Такая баночка большая. 1500 Вьетнам. Шоколадно-молочная, продукт 95. Такая вот 995 рублей. 1087 рублей. 1087 рублей. Вот это выгоднее всего сгущенки. Вот для стрипни, конечно. Да, гладко не стоит. Вот такая банка 57 рублей. И написано: продукт заменителя молочного жира. То есть, если вы безразличны к своему здоровью, можно, конечно, их потреблять. Так, и у нас что здесь? Конфетки. Дрожжи. Гора целая конфет. Гора. Смотрите, можно ходить и ждать конфеток. Что такое? Конфеты. Светофор. Магазин низких цен. Арахис, какао, порошки. Так, рулетики 28,90. Это совсем весит, конечно. А больше упаковки. Ух ты, цикорий. Вы представляете, цикорий стоит 200 грамм 31 рубль всего. Обалдеть. Можно таких цен. Так, это что-то смесь фруктовая. Экстра. 152 рубля. Весь он 500 граммов. Вот дырочка какая-то там. А вот такая. Такие конфеты. Вот, господи, 166 рублей 50 копеек. 1 килограмм. Вот это, что ли? Такая здоровая упаковка. Точно 1 килограмм вот такие конфеты стоят 166 рублей 50 копеек. Да. Чай черный. Такая упаковка 34 рубля. 50 пакетиков. Ой, что-то совсем дешево. В городе все дороже. Раза в 2. Купажный уникальный чай черный байховый 59. 200 грамм. 200 грамм. Представляете? А какая вот упаковка? Индусы. 102 рубля. 200 грамм, 100 пакетиков. Ну и подороже, чем вот эти вот. 56 рублей. Это, я понял. Вот такой есть. Чаек. Так, что вот? Конфетки еще. Ой, риски. Рис конфеты со сгущенным молоком. 95 рублей. 100 грамм.
Такие вот. И конфеты Шокорелла. Шокорелла. 500 грамм, 116 рублей. Шокорелла. А такая вот конфета к чаю. К чаю. Какая-то к чаю 500 грамм, 59 рублей. Так что цены очень выгодные. Очень выгодные. Конфеты живинка. Ассортимент желейные. 160 рублей. Вот такая здоровая упаковка. Не знаю, как на вкус вообще можно есть, но по крайней мере для тех, у кого деньжат нету, с голоду точно не умрут. Ну, или как? Умрут, но со временем. Так, и лавровый листик у нас. Где он, лавровый лист? А, вот лавровый лист. Без него ни одна еда не еда. Лавровый лист 15 рублей. Ну вот тут свинина 225 рублей. Голень индейки 180 рублей. Язык 475. Тушка 180 рублей. Это курица, да? Печень 171. Мираторговская такая. Куриная, по-моему. Фарш по-домашнему 198. Фарш любительский 800 грамм 311. Крабовые палочки килограмм. Тут ходят 165 рублей. Мясо краб эконом мид 500 грамм. Будет как-то открыть вот так, да? Это сколько тут? Крабовое мясо. Возьму такое, что сразу большое, да, такое хватило надолго, килограмм целый. Вот. Янтарь 159 рублей килограмм, горбуша 189, гребешок 346, филе креветки 200, причем 494 рубля полкило. Рыбные палочки такие вот 137 рублей целый килограмм. Объедение. Так, мексиканская смесь 131 рубль. Это овощная, да? Овощная клубника продается. И клубника непонятная. Смотрите, какая-то она быстро замороженная. Белая какая-то клубника. 161 рублей. Так, мексиканская, где она А, вот она мексиканская. Тут всякое разное. Овощи всякие, горошек и так далее. Пельмени особые 999 рублей. Особые. Шампиньон. Да. Всякие здесь еще. Эскимо 24 рубля. Где это эскимо? Эскимо вот такое, что ли? Да, вот это похоже, да? Тортик мороженое 179 рублей. А вот такой вот торт зебра 219 рублей стоит. Ну вот цыпленка, желудки, вареники, чебуреки с мясом 1 килограмм 172 рубля. Где они, кстати? Я не вижу. Пельмени иркутские 136 рублей. Может такие пельмешки попробовать? Иркутские. Не должны иркутяне ерунду делать, я думаю. Сейчас пробуем. 136 рублей. Книга закрывается. Так, вареники, котлетки. Видим. И тут у нас бумажные полотенца 55 рублей. Вот такая 55 рублей. Горшки. О, емкость, смотрите. Фляга пищевая, такая 50 литров. Чтобы запас воды иметь. Дома какой-то. Так. Ну и всякая тут всячина. Коврик такой вот здоровый, предверный. Смотрите, 315 рублей большой. Удобные обуви. Корзиночки всякие. 112 рублей. Набор, смотрите, 3 корзинки.
Ну, какая-то тонкая все пластмасска, ажурная. Так, пластиковый термос. 286 рублей, 1 литр. Прикольная, кружка большая. Ну-ка, вот это вот. О, кружка. Смотрите, кружка. Еще здесь стакан. Прикольно, да? И всего это удовольствие стоит 286 рублей. Лак для волок, дезодорант. Вот есть что у нас. 6 килограммов. 361 рубль. Вот такая штуковина. Бимакс. Стиральный порошок. А 9 килограмм. 380 рублей. 9 килограмм. Ой, боже мой, какая тяжесть. Неоднозначно не тащить. А такой вот 3 килограмма детский стиральный порошок. Под пальцы вырезали специально. 3 килограмма. Он стоит 162 рубля. Всего 6 килограмм 210 рублей. Смотрите, цены-то даром цены. Лотос 6 килограмм 210 рублей. А говорить можно. СМС 4 килограмма. Детский такой вот тайм, фритайм какой-то. Что за фирма, не знаю. Ну, тут мыло разное, жидкое, не жидкое. Мешки под мусор 21 рубль, кстати. Вот смотрите, 20 штук, 60 литров. И мешки-то всегда нужны, да? Возьмем мешочки. Так что очень все тут выгодно, недорого. Так, зубная щетка 4 штуки. Смотрите. 4 штуки, вот такая. 4 штуки вот таких зубных щетки стоит 34 рубля. Перчатки, нитрил какие-то. Ну вот. Такое вот пространство, такой магазин. В кассу. А вот еще что такое. Алмазная мозаика. Что такое? 40 рублей. А 40 на 50. 416 рублей. Картины по номерам. Ну что-то надо делать самому, да? Смотрите, сколько я набрал. Здесь 2 пакета. Сумку, вот там еще. Набрал кучу всего. Вот мой чек. Получилось это 2130 рублей. Ну тут всякое, конечно, набрал. Всякого. Поэтому надо как-то все это сейчас утащить мне. Даже не знаю. Подыму, не подыму, тяжелое, блин. Да. Ну вот он, наш любимый светофор. Мы открылись. Фух. Короче, вот если вы тут находитесь, можно вызвать такси. И есть здесь туалет. Всего лишь за 15 рублей. И чистенько тут у них все. Ой! Так, как мне его тащить? Ой, пакет уже порвался. Один, смотрите, пакет порвался. Да, ладно. Все, я прекращаю съемку. Заходите в светофор, магазин низких цен и радуйтесь. Ну, продукты тут, конечно, надо пробовать. Поэтому, но прежде чем много покупать, надо попробовать небольшую баночку или там что-нибудь немножко взять, попробовать, потом уже пойдет, не пойдет, вам понравится, не понравится. А так, в принципе, нормально, что такая альтернатива существует как бы в пределах города, купить недорого продукты питания. Вот еще раз вам, значит, торговый дом Ридо. Вещи. Здесь светофор. Вещи тоже вот этот вот авангард, что ли, называется. Спецодежда. Туда-сюда. Приезжайте вот на таких больших машинах сюда. Вот на таких вот, чтобы сзади были у вас пустые места, чтобы можно было туда пакеты вот такие вот навалить. Несколько пакетов. И потом ехать спокойно. Это улица Авиационная находится, в общем-то, даже центр не центр, но недалеко. Добраться можно
на многих автобусах, такси недорогое. Также так, глобус, эконом-маркет, одежда тоже. Ну, я уже не пойду, потому что дофига уже я затарился, мне уже вставать некуда. Это все. Вернее, руки уже. Ну, я пешочком прогуляюсь, еще немножко поснимаю. Ну, вот еще магазин пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, скидка 10%. Настенька. Российский трикотаж. Магазин Настенька. Книжки, цены видно, нет? Ну там одежда, что вам? Вы, наверное, видели уже 100 раз эту одежду везде в обзорах. Я просто улицу вот эту лицонную показываю. Летные цены. Одежды для всей семьи. Так. Тут тоже одежда. Ну, я по второму разу пока снимаю. Ну, что, может, кто не разглядел или с другого ракурса лучше видно, по-другому что-то. Там вот у нас большое такое здание, видите, это ППК Якутия, где производят местный алкоголь и напитки, безалкогольные, газировку какую-то делают. Эпик, вот тоже большой магазин одежды. Машины едут. Вот она такая у нас не супер, конечно, да? Асфальтик вроде бы неровненький. Вот тут первая столовая. И первая столовая, смотрите. Какая-то столовая. Там я не знаю, что за столовая. Не заходил. Ну, наверное, раз столовая. А столовые как предназначены для людей, которым некогда особенно рассиживать, там как в кафешках, ресторанах и так далее, чтобы быстро перекусить, чтобы это было и быстро, и дешево в то же время, и питательно, и калорийно. Вот таким вот образом. Ну, выходим на улицу Дзержинского. Дзержинский Феликс Эдмундович жил-то в какие-то далекие времена. Такой человек, государственный деятель, был основоположен, ну, он был одним из первых руководителей советского государства, поэтому вот в честь него, значит, дел, которые он наделал, эта улица названа улицей Дзержинского. А, да, забыл сказать, пакетики там, смотрите, вот такие пакетики, там по 2 рубля всего. Это все такое. Наверное, я капюшон на себя накину и пойду еще поснимаю, сколько мне позволит это, сколько мне позволит. Люди ходят, потому что сегодня у нас суббота, многие на рынок, там еще дальше рынок столичный, некоторые его называют рынок китайский, тоже с высокими ценами. Вот все туда горожане, которые экономят копеечку, и ходят, или у которых, как говорится, мало средств, тоже туда ходят. Находится удобно, много здесь автобусов ходит, транспорта, такси. От центра города до сюда где-то минут 15-10. Ну, без пробок минут за 10 нужно доехать в центр города. Если когда там утром вы, допустим, едете, вот, утром в аэропорт, можно вообще быстро доехать. 15 минут вы уже там. Ладненько, все, всем пока.
И пока еще вон пейзажики немножко, старые дома. Наверное, их скоро уже снесут. Тут выгодное место. Тут можно много понастроить многоэтажек и расселить там жильцов. Ой, ладно. Всем пока.